Предприниматели Татарстана. Как преодолевают кризис в современных экономических реалиях. Журналистика нового времени. Главные вызовы. И, наконец, миссия выполнима. Как идет возвращение мирной жизни в Лисичанске. Люди, явления, события, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте, в эфире 7 дней, в студии Ильшат Аминов. Смотрите сегодня. Сегодня наши предприниматели активны, показали такие решения, вот их только поддержи, они взлетят. Видно, что много уделяется внимания таким прорывным вещам, то есть задел на будущее. Как поддержать малый и средний бизнес в новых условиях? Что не так с федеральными программами господдержки? Дед тоже служил, тоже командир танка, так же, как и я. Хотел быть примером своим сыновьям. Именные батальоны Татарстана, как служат наследники поколения победителей. Это получается родной брат моего прапрадедушки. Он был крестный не менее чем у 15 детей. Мы будем опираться на наши семейные ценности. История своего рода, свои традиции, реликвии и даже семейные символы. Как узнать эхо веков. Сегодня, 26 мая, мы отмечаем День российского предпринимателя. Я помню, как появились первые бизнесмены в малиновых пиджаках на поддержанных иномарках в конце 90-х. Тогда был популярен анекдот. Разговаривают два друга-бизнесмена. Один говорит другому: в сложных финансовых вопросах особенно полезен Макаров. Друг переспрашивает: это адвокат? Нет, отвечает первый, это пистолет. Слава Аллаху, эти времена ушли в прошлое. Рекетиров с пистолетами заменили вполне себе культурные люди в классических костюмах и галстуках, которые могут что-то решить. Дать разрешение, землю, присоединить к сетям, провести правильную проверку. Если вы внимательно следите за коррупционными скандалами, предприниматель у нас скорее похож не на гордого орла, который свободно парит в небе, а на дойную корову, которую хочет подоить любой желающий рукой водитель. Выход есть, и он, пожалуй, единственный. Делать все разрешительные процедуры максимально прозрачными, свести к минимуму возможности чиновников как-то вмешиваться в этот процесс. Татарстан – регион-лидер по цифровизации государственных услуг, и многие предприниматели отмечают, что дышать стало легче. Но проблем, тем не менее, хватает. Как говорится, чтобы малый бизнес в России чувствовал эйфорию, государство постоянно его немного придушивает. Во имя благих целей, конечно. Поэтому так важен диалог между бизнесом и государством. У нас найдена уникальная формула. Каждую субботу на планерке у президента моего сердца Рустама Минниханова отчитывается глава очередного района и делает акцент именно на поддержке и развитии предпринимательства в муниципальном образовании. Смею утверждать, эффект есть. Многие главы начали более осмысленно докладывать вопросы, связанные с развитием частного бизнеса. Ушли от вечной темы «купи-продай» в сторону поддержки реальных товаропроизводителей. Раис Татарстана держит эти вопросы на личном контроле. Тимур Бекмурзин продолжит тему. Скажем так, батарейки космического ядерного реактора. Ярослав Желанков показывает нам последние разработки своей компании, уникальные вакуумные технологические установки. Это, говорит Ярослав, установочка для Роскосмоса. Эту специально разработали и сделали под Росатом. Не удивляйтесь, все это технологически сложное. Оборудование не только физически изготавливают в этих цехах и на этих станках. Здесь же его разрабатывают, для чего есть соответствующие КБ, инженеры-конструкторы. Предприниматель рассказывает, именно на наших установках производят композитные детали гражданских самолетов, датчики нейтронных потоков, оболочки для топлива в ядерных реакторах, отражатели фар автомобилей. О чем говорить, если практически вся микроэлектроника так или иначе делается с использованием вакуумного оборудования? Есть только одно «но». Раньше мы с легкостью покупали не только китайские и тайваньские чипы, но и готовые телефоны, компьютеры, самолеты. Теперь почти все это нужно научиться делать самим. Поэтому такие компании в текущих условиях особенно ценный капитал. Как один из показателей, портфель заказов, который уже перевалил за 1 миллиард 200 миллионов рублей. Но рост – это всегда про деньги, делится с нами Ярослав Желанков. Нужно расширяться, вкладываться в персонал, производить новые образцы уникального оборудования. Мы не просим деньги, а мы просим дать гибкость
в налоговых обязательствах наших. Мы обязательно импортозаместимся. Сегодня наши предприниматели активны, показали такие решения, вот их только поддержи, они взлетят. Самая ценная и эффективная поддержка – та, что приходит вовремя, говорят сами предприниматели. Когда есть цели, планы, амбиции, их нужно вовремя удовлетворить. И тогда очень быстро малые компании станут средними, а средние потеснят крупных. Или даже завоюют большую часть рынка, скажем, электрозарядных станций. Пример компании из технопарка «Искра Волга» тому наглядное доказательство. Их производство перед началом встречи с предпринимателями осмотрели Рустам Минниханов и Александр Демин, председатель комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству. Уникальное производство высоковольтной кабельной арматуры. Промэнерго – один из отечественных лидеров по производству интеллектуальных приборов учета для электроэнергетики. Вместе с компаниями «Энергоразвитие» и «Энергоинновации» активно осваивает сейчас российский рынок электрозарядной инфраструктуры, на котором уже сейчас татарстанские производители занимают доминирующее положение. Все это стало возможным именно благодаря своевременно оказанной поддержке этим компаниям. Не обязательно напрямую в виде денег, а часто в виде предоставления преференций по налогам, в виде заказов на НИОКР в том числе, от более крупных организаций, таких как сетевая компания. Я бы, наверное, отметил культуру производства, которая видно, что перешла на новый качественный уровень. Везде в помещениях чисто, опрятно, везде есть понятные технологические карты этих помещений. И видно, что много уделяется внимания таким прорывным вещам, то есть задел на будущее. Если в цифрах сегодня на долю малого и среднего предпринимательства приходится около 24% ВРП Татарстана. В республике зарегистрировано 178 тысяч предпринимателей, а количество занятых в этой сфере составляет 875 тысяч человек, или 42% от общего числа работающих в экономике республики. Цифры внушительные, отметил, открывая совещание, Рустам Минниханов. 24% такой большой экономики Татарстана, вот эти 24%, она соответствует многим экономикам, субъектов России. Поэтому инвестиции в промышленный сектор Татарстана – это, как говорится, в коня корм. Не зря в республике самая развитая и мощная инфраструктура поддержки бизнеса и более 100 разноплановых промышленных парков. Однако надо смотреть правде в глаза. Взял с места в карьеру Рустам Минниханов. Многие эффективные федеральные программы поддержки бизнеса сворачиваются, становятся недоступными для татарстанских предпринимателей. Объяснение простое. В Москве заявляют, мол, Татарстан и так хорошо бюджетно обеспечен. Нужно поддержать более бедные регионы, а денег на всех не хватает. Поэтому либо напрямую, либо косвенно вводятся ограничения и лимиты. Эти вопросы и подняли предприниматели. Радик Насыров, производитель уникальных пистолетов для монтажной пены, сетует на то, что не может получить льготное финансирование из-за высокого порога для участия в программе поддержки. Наш знакомый Ярослав Желанков предлагает сделать отсрочку по уплате НДС с аванса. Модератор дискуссии Александр Демин, видимо, из уважения вопросы сначала адресовал хозяину площадки Рустаму Минниханову, чем всякий раз вызывал улыбку у Рустама Нургалеевича. Это я должен у вас спросить, почему вы такие ограничения вводите? Вы решения принимаете, вы меня спрашиваете. Вы бы немножко приглашали нас, прежде чем лимиты там ставить. Какие меры поддержки? Спросили бы, да? Я давно работаю. Никто ни разу меня не пригласил и ни разу не спросил, что нужно, чтобы что-то изменить. При этом надо отдать должное организаторам встречи. Состав участников был весьма представительным. Тут и представители Думы, Министерств и ведомств, ВЭБ-РФ, Российского экспортного центра. Не хватало только Минфина, поэтому решение пришло спонтанно. Федеральные чиновники отвечали: предложение интересное, возьмем в разработку. Только вот как отреагирует Минфин? Но мы также готовы отработать, посмотреть. Но, видите, мы всегда упираемся, к сожалению, сегодня с вами не присутствует Минфин. Мы все равно будем обращаться, нашим федеральным коллегам. Но пора, наверное, нам садиться и как-то вместе работать. Вы сами по себе там такие решения принимаете. За происходящим с интересом наблюдал и предприниматель Слаишевского района Сергей Меринов. И многие инвесторы, когда я им начинаю рассказывать, они говорят: Сергей, нет, тут с тобой долго короче. В этом-то и парадокс, говорит Сергей Меринов. Настоящий, если хотите, фундаментальный успех не может свалиться как подарок судьбы. Это результат долгой кропотливой работы. Вот посмотрите с виду, неприметное частное строение где-то в Лаишевском районе. Заходишь внутрь. Здесь мы теперь показываем. На относительно небольших площадях, компактно, очень эффективно построено целое производство со своими цехами, складами и даже лабораториями с 3D-принтерами.
производит здесь расходные материалы для клининговых машин. Вы их наверняка видели в крупных торговых центрах. Как правило, все они импортного производства. Так вот, лаишевский предприниматель Сергей Меринов может производить практически любые детали для этих самых разных машин. Все эти бесчисленные скребки. 2000 единиц наименований номенклатуры, которые мы производим. Резиновые шланги, муфты. Он даже тепленький. И прочее, прочее, прочее. Это изделие для американских машин. Это боковой скребок. Все секреты своего бизнеса Сергей, конечно, не раскрывает, но планами охотно делится. Говорит, цель на ближайший год-два – построить собственное производство клининговых машин. Фактически научно-технический центр в Лаишевском районе. Но горизонт планирования еще больше. Через 5-10 лет предприниматель амбициозно собирается выйти на внешние рынки. И чтобы планам суждено было реализоваться, нужна помощь государства. Темы, поднятые сегодня предпринимателями, восприняты благожелательно, собственно говоря, теми, кто должен ответить на эти вопросы. Что по итогу? По итогу обязательно у нас будут рекомендации, резолюции, которую мы потом уже будем обсуждать и находить решения на острые вопросы вместе с экспертами, коллегами из правительства. Завершилась встреча на позитиве, поздравлениями с праздником и вручением медалей и наград. Общественное признание ценно и важно для всех и всегда. Тем более предприниматели это точно заслужили. Тимур Бекмурзин, Булат Абдульманов и Александр Лобанов. 7 дней. Все мы сегодня живем в эпоху глобальных потрясений. И я не только про горячую войну. Оказалось, в эпоху противостояния мировых центров силы особое значение приобретают информационные войны, которые благодаря современным технологиям приобретают разрушительную силу, не меньше, чем оружие массового поражения. Но, в отличие от него, информационную бомбу может взорвать буквально один человек. И поразить она может в очень короткое время миллионы. Следовательно, возрастает роль и ответственность людей, распространяющих массовую информацию. Прежде всего, журналистов. Воистину, к штыку приравняли перо. Еще раз повторю, нет существенного различия между блогером и журналистом. Важно четко понимать эту грань. Если блогер производит развлекательный контент в социальных сетях, он является работником сферы обслуживания, как парикмахер или кондитер, удовлетворяющий определенные потребности людей. Если же блогер распространяет социально значимую информацию о любой сфере человеческой деятельности, он автоматически становится журналистом. И социальные сети всего лишь платформа для его деятельности. И он обязан нести всю полноту ответственности за распространяемую информацию. Тут недавно я невольно обидел СММщиков и пиар-технологов, когда сказал, что они обслуживают людей, производящих смыслы. Я никого не хотел обидеть. Можно долго спорить, кто важнее: драматург, написавший пьесу, режиссер, поставивший спектакль, актер, гениально сыгравший роль, или распространитель билетов, обеспечивающий аншлаги в театре. Безусловно, каждый важен на своем этапе. В результате совместной работы мысли автора доходят до зрителей и, главное, правильно воспринимаются аудиторией. Но вначале все-таки, я уверен, было слово, мысль. Драматург, который увидел закономерности в обыденном и сотворил новое знание. Журналист, если хотите, драматург, создающий документальную пьесу о жизни, заставляющий людей задуматься и принять решения, определяющие их дальнейшую жизнь. А дальше режиссер, он же мастер пиар-технологий, и распространитель билетов, он же СММщик, талантливо, креативно, высокотехнологично доставляют идеи и мысли журналиста аудитории. Короче, чтобы что-нибудь распространять, вначале нужен продукт, и это аксиома. Может ли быть журналист, пиар-технолог, СММщик в одном лице? Конечно, но это уникальный специалист, и такие профессионалы на вес золота. На этой неделе состоялся съезд Союза журналистов Республики и церемония награждения победителей ежегодного конкурса в сфере журналистики и масс-медиа «Хрустальное перо». Традиционно он проводился в День татарстанской печати. Со времени первого конкурса, который проводился в Татарстане с 1997 года, появились новые номинации. К примеру, в конце 20 века мы еще не знали о такой профессии, как блогер. Не было номинации «Мультимедийная редакция». При этом остался главный принцип журналистики, такой же, как у врачей – не навреди. Среди награжденных традиционно сотрудники нашего медиахолдинга. О лучших журналистах
И о победителях первых конкурсов обладатель «Хрустального пера» 2023 года Зуфар Давлетшин. Завершился конкурс «Хрустальное перо», организованный Министерством печати, ГТРК и Союзом журналистов Татарстана. 1998 год. Первый конкурс, первые победители, среди которых журналисты единственной тогда негосударственной телекомпании, что говорит о демократичности и справедливости конкурса. Это же реально соревновательный процесс, это же не просто тебе дают за то, что ты нравишься. И ты же соревнуешься с профессионалами. И мы с кем соревновались? Это ГТРК Татарстана, и там вот эти гуру татарской журналистики, татарстанской. Ирина Быстрова, обладательница того самого первого «Хрустального пера», негосударственный журналист. И когда тебя вызывают на сцену, а ты что-то недавно только университет вроде закончил, и ты себе ни цену не знаешь, там, ты вообще ничего еще не знаешь, ты еще только любишь мир, узнаешь. Молоды были и искренне любили свою профессию. Журналисты конца 20 века. В редакции газеты «Казанские ведомости» с тех пор накопилось 3 главных журналистских награды республики. Любовь к профессии испытана десятилетиями. Я была на 7-м небе, потому что прошло всего 3 года, как я стала главным редактором. Звучала музыка «Странники в ночи» в исполнении Фрэнка Синатра. Перо было настоящее, хрустальное. И оно символизировало, что в журналистику приходят люди с чистыми помыслами, с желанием изменить общество к лучшему. Венера Якупова тогда сменила политическую направленность газеты на внимание к семейным ценностям. Коллеги критиковали, читатели одобрили. Ты должен идти помогать людям, помогать обществу изменить мир к лучшему. И мы вложили здесь такой смысл, что свобода слова – это такое же хрупкое понятие, как хрусталь, что нужно это беречь. Вначале появилось название, вспоминает Рима Ратников. В те годы председатель Союза журналистов республики. Конкурс решили устроить, чтобы заодно и журналистов объединить, и власть сделать более открытой. Потом стали думать, каким оно должно быть, то самое «Хрустальное перо». И вот мы с ребятами сидим, думаем, и мы снарядили бригаду на Урал. Какой-то маленький заводик, который нарезал вот штук 15, по-моему, что ли, было у нас этих первых призов. В музее Союза журналистов есть и то первое перо, и много других призов, оборудования, личных вещей, которые журналисты разных поколений подарили музею. Условия существования в профессии меняются, степень свободы журналистики меняется, политическая ситуация в стране меняется, суть остается. Я в этом уверен, и поэтому я до сих пор в профессии. Многие из сидящих в этом зале тоже с тех и до сих пор в профессии. Единогласно избранный на новый срок председателем Союза журналистов Ильшат Аминов совместно с руководителем агентства «Татмедиа» открыли церемонию награждения победителей конкурса «Хрустальное перо-2024». Если прошлое за историками, будущее за футурологами и фантастами, то настоящее за журналистами. Событие только тогда произошло, когда о нем рассказали мы с вами. Главный приз «Автомобиль» получил не руководитель, а корреспондент газеты «Ватаным Татарстан» Риман Гелимханов. Начинал он журналистскую работу на телевидении в 1974 году. Так было приятно на вас посмотреть, на молодых журналистов. Это вы будущее. Больше никому доверять не можем, только вам. Так что вот счастливо работайте, дерзайте, мучайтесь, все будет нормально. Конечно, не возраст главный критерий при определении победителей, а профессионализм, который не может быть без интереса к профессии. Не обязательно учиться на журналиста. Вот я сам по образованию энергетик. Да? Я закончил вот энергетический университет. И я вам одно могу сказать. В любой профессии можно найти себя, если тебе интересно. Равиль Мукменов пришел в профессию уже в 21 веке. Начинал с телекомпании «Эфир». Подает свои документы на конкурс 2004 года. И с 10-й попытки получилось получить заветное перо и звание заслуженного работника печати и массовых коммуникаций республики. Я выиграл несколько федеральных международных конкурсов. И у нас даже появилась такая шутка, что проще выиграть международный конкурс, чем выиграть Белюр-Калям. То есть я сейчас, по сути, выиграв этот приз, я взял самую высшую награду для себя. Работаем
взамен ничего не требуя, как говорится. Гульдар Хафизова приехала из Магнитогорска, обладатель приза в номинации «Тугантель» – родной язык. Вручается журналистам, создающим материалы на татарском языке за пределами Татарстана. Я даже не ожидала. Вот «Балюр Калям» – это такой конкурс. Для меня большая честь. И я очень рада, конечно. И эта работа – это результат нашей команды. И о собственном празднике сами же рассказывают и показывают. Для них в праздничные дни работа усиленная. Не каждый поймет эти короткие фразы, но операторы знают, о чем говорит режиссер. 6. Вышли. От них зависит, как выглядит на экране тот, кто на сцене. И очень важно в журналистике успевать за теми изменениями, которые происходят вместе с нами. Вовремя перестраиваться. И в этом смысл конкурса. Для того, чтобы люди активнее готовились и подстраивались под те изменения, что вокруг у нас происходит. Ваши аплодисменты. Победителями в номинации «Мультимедийная редакция» становится издательский дом «Хузур Спокойствие» и телерадиокомпания «Новый век». Эта награда – это еще одно такое доказательство, что то направление развития, которое мы выбрали, оно верное. И контент телеканала ТНВ сегодня успешно доводится до аудитории разными способами. И можно сказать, что сегодня ТНВ – это такое полноценное контент-бюро. Еще одни фанаты своей работы – сотрудники отдела ТНВ, которые занимаются продвижением в интернете. Рабочий день вообще начинается с анализа опубликованной информации. То есть комментарии, просмотры. То есть я утром просыпаюсь, первым делом я открываю статистику. Если год назад среднесуточно посещаемость сайта составляла где-то 12 тысяч посетителей, то сейчас это 33 тысячи. Результат 5 лет какой-то работы. Мы на обед, допустим, иногда выходим не поесть, а просто чтобы прогуляться, там, мозг освежить. Если мы хотим задействовать какой-то креатив, в 4 стенах очень сложно его сгенерировать. Поэтому иногда отвлекаемся на какие-то игры. Дальше у нас следующий пункт экскурсии. Направо. Элементы игры в специально разработанной программе экскурсии по телекомпании. Свой подход для каждого возраста. Обратите внимание на стены. Здесь специальная, видите, такие дырочки, перфорация? Как думаете, для чего это нужно? Для звука. Для звука. Будущие журналисты, режиссеры, операторы познают азы профессии, о которой пока очень радужные представления. Что хотите на телевидении работать? Да. Кем лучше? О, миллионы. Каждый день. А те, кто давно в этой профессии, работают скорее по любви, а не по расчету. Победителем номинации «За верность журналистике» становится Геняева Резида Акрамовна, информационный центр «Нурлат Информ» и... Асхадулина Алсуфагимовна, телерадиокомпания «Новый век». У Алсу Асхадулиной в этом году трудовой юбилей. 30 лет, как пришла на телевидение. Сначала в Зеленодольске и с самого начала основания телекомпании ТНВ. Уверена, что только любовь к своему делу может привести к успеху. А если думать только о деньгах, то такой отдачи в работе может и не быть. Более 1500 работ, 136 заявок, 15 победителей. В процессе награждения неоднократно были сказаны слова о новых смыслах и новых вызовах профессии журналиста. Позвольте поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Для вас, наверное, не секрет, что военнослужащие уважают журналистов. В особенности мы уважаем военкоров, военнокорреспондентов. Это люди, у которых из оружия при себе только камера и микрофон. Сегодня, в это непростое время, информация, которую вы даете людям, она дарит нам всем точно, что победа будет за нами. Спасибо вам большое. Зуфар Давлетшин, Булат Абдульманов, Роман Безменов. 7 дней. Сегодня многие журналисты находятся на самой передовой и освещают ход специальной военной операции. Как сказал герой России Расим Баксиков на церемонии награждения журналистов, вы со своим грозным оружием, пером, сегодня также сражаетесь за победу. В эти дни мои коллеги Алина Сулейманова и Андрей Ключников выполняют свою трудную миссию, освещают жизнь и восстановление подшефного города Татарстана Лисичанска. На этой неделе он опять пострадал от вражеских прилетов. Украинские боевики выпустили по центру города 6 ракет из реактивной системы залпового огня «Хаймерс».
целились прямо в жилые многоэтажные дома. В результате ракетного обстрела повреждены 2 девятиэтажки, погибли мирные жители. Свидетелем обстрела стала и наша съемочная группа. И, несмотря ни на что, они будут рассказывать о тех, кто сегодня, рискуя собой, возвращает в город мирную жизнь. Активисты волонтерского центра в Лисичанске приезжают в подшефный город Татарстана со всей страны. Живут и работают здесь посменно, по 2 недели. 716 регионна бик яхшы дип уйлыйм. О, думаю, понаклад бизге килделер. Алина. Рустем. Как впечатление? Спасибо, мне тоже. От работы. Впечатления хорошие. Играем с детьми здесь. Славик, наш самый главный спортсмен. Рустем из Нижнекамска, студент Казанского национального исследовательского технологического университета. Флаг Татарстана, без него мы не могли точно приехать сюда, поэтому вот Татарстан всегда рядом и всегда в сердце. Вместе с ним в команде ребята из Ярославля, из Казани, из Ханты-Мансийска. Они помогают местным жителям возвращаться к мирной жизни. Мы вот приезжаем, играем с детьми, и ребята сразу же, поднимается у них настроение, они сразу счастливы, и прям видишь этот позитив. И когда ты видишь позитив, ты и сам заряжаешь этим позитивом. И друг друга вот так мы заряжаем, здесь проводим время. Руководит гуманитарной миссией федерального проекта «Молодая гвардия» в Лисичанске Азиз Сунатулоев, активист Татарстанского регионального отделения. Азиз встречает, инструктирует и работает в подшефном городе Татарстана с волонтерами со всей страны. Как вообще вам удается находить общий язык со всеми? И как ребята вообще воспринимают эту работу? Она же непростая. Я вот с 2020 года в Молодой гвардии Республики Татарстан активист. И вот мы там научились. И сейчас учимся, конечно. Ребят воспринимают эту работу правильно. Они видят своими глазами, что они не зря приехали сюда. Лисичанск точка наша считается одной из самых опасных точек по нашей организации, где наши гуманитарные миссии есть в других городах на новой территории России. Вот Лисичанск считается одной из самых опасных точек. В городе, который находится на военном положении, играть с детьми, организовывать спортивные мероприятия, помогать развозить чистую питьевую воду, готовить для жителей благотворительные воскресные обеды, да и просто всегда быть рядом и при необходимости подставить плечо – задача простая и сложная одновременно. Здесь нужны и эмпатия, и трудолюбие, и смелость, а главное – предельная концентрация внимания. После девятиэтажки, вот пятиэтажка первая. Вот оттуда был прилет, оттуда. И мы 1 января тоже утром приехали, у нас выходных нет, вот, и получили информацию, что рядом прилет. Сразу поехали туда, люди попросили убрать мусор, основное это стекло, пластик, и потом еще окна заклеили с пленкой. На одной из городских площадей Лисичанска расположились большие палатки гуманитарной миссии. Они – центр притяжения для детей. Привет, как дела? Здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю вас. Да. И для взрослых. Каждый день же мы почти видимся с вами. Когда холодно или идет дождь, местные жители могут согреться, зарядить свои гаджеты, попить горячий чай с печеньями, привезти сюда детей или просто пообщаться с волонтерами и обратиться к ним со своей просьбой. Малой каждый день только просыпается и сразу говорит: идем в палатку, потому что здесь у него друзья, здесь подруги, самокаты, велосипеды. То, что мирная жизнь возвращается в Лисичанск, говорят и заполненные палаты для будущих рожениц местной городской больницы. Не страшно вам в Лисичанске носить ребенка? Не страшно. И в подвале сидели, и нормально. Ничего не страшно. Мне все задают этот вопрос: молодая семья, почему в Лисичанске остались? Ну, родина. Любимый город, не хочется уезжать. Здание, где сегодня принимают на сохранение будущих рожениц, одно из немногих, которое не пострадало во время атак ВСУ. Ну это вот плитка советского. Да, я же сказал, что это Советский Союз, однозначно. Подкрашивалось и подбеливалось, ну грубо скажем, а что-то серьезного, глобального, конечно, не дело. Все-таки, наверное, вот это финансирование было только в областных центрах. Сегодня все учреждения в Донбассе встраиваются в российскую систему, интегрируются. Врачи изучают новые возможности профессии. Многое для них в новинку. А какая разница между российскими стандартами и украинскими? Для нас, хирургов, ну, во-первых, это медицинское оснащение. Оно другое, получше сейчас. И мне очень нравится, допустим, телемедицина.
То есть мы можем общаться в онлайн, да, показать снимки пациента, показать анализы. Я смотрю, очень много, допустим, сейчас людей могут себе позволить эндопротезирование по квотам. То есть государство оплачивает эндопротезы. В Украине этого не было? Это начиналась эта программа, но она как-то так потухла, погасла, потому что все это тоже не дешевое удовольствие было для Украины. Константин Васильевич, так же, как и многие в Донбассе, пережил осаду Лисичанска. От ракетных ударов на его глазах дом, в котором он жил, оказался разрушен. Крышу когда подняло, тогда я понял, что какой-то свет сверху. Ну, потом уже вышел во двор, увидел, что там стены нет. Люди в отчаянии были, потому что люди не знали, как быть. В эти тяжелейшие дни врачи, принявшие для себя решение остаться в родном городе, практически не покидали рабочих мест. Но оказывать медицинскую помощь мирному населению с каждым днем становилось все сложнее и сложнее. Мы мирных людей привозили, еще пытались здесь на снимке. Здесь были военные. Нам дали понять, мягко сказано, что они не нуждаются в помощи, что они больше нас не пустят в эти здания. И вот так нам пришлось уйти. Сегодня, вспоминая все, что было пройдено, жители подшефного города с большой благодарностью принимают помощь от шеф-региона. Очень много. Я же говорю, и гуманитарная такая, серьезная помощь. Помогали и помогают продуктами питания, да. Одежда приезжала из Татарстана, там именно для деток маленьких. Во-вторых, вся наша детвора лисичане, да, дети, школьники, они не раз ездили в Татарстан в пионерские лагеря. У меня племянница, она заканчивала 11 класс в Татарстане. Эти кабинеты хирургического отделения, в котором долгие годы при украинской власти работали лисичанские врачи, очень отличаются от помещений детского отделения, отремонтированных Татарстаном. Но скоро и они будут соответствовать стандартам российской медицины. А значит, Лисичанск еще на один шаг станет ближе к мирной жизни в российском Донбассе. Алида Сулейманова, Булат Абдульманов, Сидней. Военкоры ТНВ почти 20 раз с начала специальной военной операции выезжали с командировками на передовую. Мы всегда рассказываем о героях-татарстанцах, которые сегодня сражаются за нашу победу. Летом прошлого года в республике были сформированы 3 добровольческих именных батальона, которые сегодня активно действуют на всех фронтах. Они носят имена героев Советского Союза Бориса Кузнецова и Сабира Ахтямова, героя России Дамира Исламова. Делегация из Татарстана от имени Раиса Республики на этой неделе встретилась с бойцами на передовой. Репортаж Ленара Валиулова и Андрея Ключникова. Дед тоже служил, тоже командир танка, так же, как и я. Служил он в Таджикистане, в советской армии. В силу событий специальной военной операции семью командира танка с позывным «Чебан» можно назвать военной. Сначала в зону боевых действий за ленточку ушел отец. А потом воин понял, что традицию, заложенную дедом и отцом, надо продолжить. И стал 3-м поколением в семье, присягнувшим служить во благо Родины в вооруженных силах Российской Федерации. Посмотрел на отца, отец ушел. Наверное, полгода я еще работал на гражданке. И подтолкнуло. Мне как-то неспокойно было, отец там, и мне очень захотелось. В конце лета прошлого года из Татарстана на фронт ушли еще 3 батальона добровольцев. Им были присвоены имена героев Советского Союза и России, которые родились в Татарстане. Сабира Ахтямова, Бориса Кузнецова и Дамира Исламова. Сабир Ахтямов – стрелок. В 1944 году из противотанкового ружья в одиночку разбил колонну техники. 18-летний Борис Кузнецов, связист артиллерийского дивизиона, отличился при битве за Днепр. Он больше 40 раз вплавь преодолевал реку для обеспечения коммуникации между подразделениями полка. Дамир Исламов – герой нашего времени. 25-летний лениногорец в марте 22 года, героически сражаясь с превосходящими силами противника, подбил 4 танка, но при этом погиб. За этот героический подвиг Дамир был награжден звездой Героя России. Именные татарстанские батальоны комплектовались в большей части из потомков героев предыдущих войн. У меня вся семья военная. У меня родной дядька военный, подполковник в отставке, тетка военная, тоже старший прапорщик в отставке. Братья двоюродные, тоже офицерский состав. Дед воевал русско-японскую.
Зеленодолец с позывным «Умка» наперекор всем родственникам решил продолжить династию военных. После обучения на полигоне был назначен на должность командира взвода обеспечения. Собственными руками бойцы на передовой обустроили более-менее бытовой комфорт, даже баню построили. Но приходится и на линию боевого соприкосновения выезжать на ротацию за ранеными. По злой иронии войны часто такие походы рискованы и для самой группы эвакуации. Прилетела, скажем так, кассета. Осколками зацепила руки. Нормально. Не ложился, ничего. Я говорю, я ложиться не буду, госпитализироваться. Мне это не надо. Я говорю, я с ребятами до последнего. Тут каждый человек, он можно, смело руку на сердце кладя, сказать то, что он герой. То есть, из последнего, то, что, допустим, позавчера было, на бронегруппе человек находился, поступила команда ему на эвакуацию раненого. Под минометным огнем практически пробежал 3 километра, на себе вытащил человека, спас жизнь ему. То есть, люди те же, я не говорю про специалистов, стрелков и так далее, то есть, простой человек, парень, который сидит, водит Урал на линию боевого соприкосновения, подвозя продукты, на горячих шинах вывозят из-под огня личный состав. То есть каждый человек это книга, на самом деле. По словам замполита батальона с позывным «Слово», в составе батальона очень много идейных бойцов, которые целенаправленно пришли сюда для того, чтобы это все быстро закончилось. Причем это не только молодые бойцы, но и взрослые мужчины, у которых уже есть внуки. Хотел быть примером своим сыновьям. У меня старший уже заканчивает военное училище, младший тоже хочет поступить. Все-таки как-то, чтобы, не стыдно было за отца, и чтобы все было. Главное же в этой... Я думаю, надо победить, чтобы... это все-таки, я считаю, в первую очередь, это война против сатанизма, против этого всего, то, что ими движет. И я считаю, наше дело правое, и Аллах нам поможет в этом деле. У нас контингенты разные, здесь и Кузбасс, и татари, здесь всякие, все хорошие, друг на друга хорошо относятся, друг за друга. Они за горой, я их чувствую, что я за горой я стою, все они хорошие. Командир танкового батальона имени Дамира Исламова с позывным «Кулак» родом из Чистополя сам участвовал в тщательном отборе бойцов. Наверное, поэтому службу батальон несет без потерь. Самая тяжелая работа – это работа с людьми. Самое главное – это каждому найти подход. То есть не надо сразу быть общей массой. Ты подобрал, отобрал, посмотрел людей. То есть это они смогут быть в одном экипаже, другие смогут. Беседа с каждым личным человеком. Как он, откуда он, где родился, чем он занимался, общение его. И все, после этого я уже как командир, то есть их формирую. Как говорят наши бойцы, здесь меняется мировоззрение. Я понял то, что жизнь, она все-таки она одна, и она, возможно, будет такая короткая, что, очень скучаю по своей семье, по своей матери. У меня единственная мечта – это увидеть, обнять мать. Все-таки это отношение к жизни. То, что все-таки я был когда на гражданке, я не думал, как это все мелочная суета, А тут, когда она рядом, что-то имеется в виду, возможно, что ты погибнешь, что там мысли совершенно другие. Бойцы наших именных батальонов – это не ярые фанатики идеи войны, как сегодня преподносят нам западные страны. Это мужчины с трезвым взглядом на происходящее. Все понимают, что если это не завершить здесь и сейчас, то зло нацизма рано или поздно пересечет границы вглубь страны, в которой живут под одной крышей много народов. Этого не допустили наши деды и прадеды в 1945 году. Этого не допустят и герои сегодняшних боевых действий. Ленар Валиулов, Андрей Ключников. 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите далее. Это получается родной брат моего прапрадедушки. Он был крестный не менее чем у 15 детей. Мы будем опираться на наши семейные ценности. История своего рода, свои традиции, реликвии и даже семейные символы. Как узнать, эхо веков.
20 мая по инициативе туркменской страны состоялся телефонный разговор Рустама Минниханова и национального лидера, председателя Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Он поблагодарил руководство Татарстана за теплый прием туркменской делегации на Казань-форуме. Рустам Минниханов провел заседание межведомственной комиссии по градостроительству, обсуждали будущее исторических поселений Елабуги и Чистополя, а также новые проекты в Свияжске и Казани. В Госсовете состоялась традиционная встреча Фарида Мухаммедшина с главными редакторами республиканских СМИ. Она была приурочена ко Дню татарстанской печати. Свой профессиональный праздник 19 мая многие журналисты встретили на работе, освещая события Казань-форума и ИСГ Булгарджиена. Рустам Минниханов с рабочим визитом находился в Москве. Он встретился с королем Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа, прибыл в нашу страну по приглашению Владимира Путина. Раис Татарстана поблагодарил гостя за участие делегации Бахрейна в Казань-форуме. По итогам последних взаимных визитов товарооборот вырос в 30 раз и составил $450 тысяч. В минувший отопительный сезон в Татарстане произошло больше 3500 аварий, почти половина из них в сфере водоснабжения, рост почти на 20% по сравнению с прошлым годом. Ситуацию обсудили на заседании в Кабинете министров, в нем принял участие Рустам Минниханов. Это был самый длинный отопительный сезон, он продлился 253 дня и захватил даже начало мая. В Казанском Кремле прошла церемония чествования спортивного клуба «Синтез», победителя чемпионата России, обладателя Кубка России по водному поло сезона 2023-2024. В мероприятии принял участие Раис Татарстана. Рустам Минниханов поздравил ватерполистов с 50-летием «Синтеза» и блестящими результатами по итогам сезона. Он подчеркнул, что 5-й титул чемпионов, обладателей Кубка – итог планомерной командной работы всего коллектива. Все народные праздники в Татарстане необходимо организовать на самом высоком уровне. Об этом заявил Раис Республики Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства. Раис также дал поручение по подготовке летней оздоровительной кампании и призвал уделить особое внимание соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, в том числе контролю за качеством питания, вопросам безопасности детей. Летняя оздоровительная кампания начинается в республике с 1 июня. В лагерях отдохнут 172 тысячи татарстанских ребят. Химия и День химика реально связали города, предприятия, коллективы по всей стране. Вот так креативно, дружно и с настроением отметили накануне профессиональный праздник в Тобольске, родине самого известного химика Дмитрия Менделеева, крупнейшего в стране нефтехимического комплекса Сибура-Запсибнефтехим. В одной колонии и ветераны, и молодежь, и заводчане со всей страны. География присутствия Сибура сегодня объединяет и Тобольск, и Амурскую область, Кстово, Воронеж, Томск, Казань и Нижнекамск. Поздравляю наших коллег из Нижнекамск-нефтехима, поздравляю коллег из Казань-Оргсинтеза. Конечно же, слова благодарности трудовым коллективам за те свершения сегодняшнего дня. Но важно, не главное, но важно, конечно же, за то, что было, за помощь, которая у нас была оказана на теме, чье наследие мы сегодня перехватили и дальше уже, соответственно, будем развивать. Это наши ветераны. Ну и, конечно же, думаем о будущем. Вперед, все у нас получится. Татарстан всегда славился своими научными достижениями. А в эту пятницу День химика не менее масштабно и красочно отметили в Нижнекамске. По традиции в столицу нефтехимиков Татарстана прибыл Рустам Минниханов, который в компании с Михаилом Карисаловым ознакомились с реализацией новых крупных проектов, в частности, стратегического проекта комплекса ЭП-600. Его запуск даст удвоение мощностей Нижнекамск-нефтехима по этилену, а также новые возможности по производству различной полимерной продукции. Эти и другие вопросы развития нефтехима Михаил Карисалов обсудил с Рустамом Миннихановым. До конца 2028 года компания построит 2 новых производства – установки этилбензола, стирола, а также полистирола. Мы продолжаем программу «7 дней». Представьте себе семью, в которой 1000 человек. У всех у них общие предки, которые родились и живут в одной деревне столетиями. И эти люди знают свою родословную вплоть до 10-го колена. 6 семейных династий из Татарстана встретились на финале фестиваля «Эхо веков» в истории семьи Торихтабес Эзлебес. Могучее генеалогическое древо, семейные реликвии, национальные блюда, собственный герб и символы целого поколения. Чем только не удивляли на этот раз. Это фестиваль, которому нет аналогов в России. За годы проведения в нем приняли участие более 10 тысяч человек. В этом году, в год семьи, участниками фестиваля стали 157 династий. Разыскивать свои корни им пришлось не только по старым записным книжкам, официальным архивам, но и с помощью новомодных средств интернет-общения, социальных сетей. Как узнать родословную своей семьи? С чего начать поиск? История династий от Диляры Юсуповой.
край вишневый, край сиреневый. Вот наш монастырский, также, я же говорю, испокон веков наши вот дома кирпичные, вот эти богатые, они за счет продажи вишни, яблок. Этот край стал обителью целого поколения. Все ее предки отсюда, по крайней мере, те, о ком удалось узнать. Село Монастырское – кладезь народной русской культуры, по пути то и дело страницы истории. Этот дом трижды прадеда Тимариных, середина 19 века. Сегодня даже можно было бы доказать их наследование, но в доме давно другие люди, и истинной хозяйке вроде как это и не нужно. Главное – память, а ее в архиве семьи немало. Вот этот дом, это вот моего прадедушки. Вот Тимарин. Сейчас, конечно, никто здесь не живет, тетя сюда ходит, а так вот этот дом, вот это вот дом Тимариных. Дошли до 10-го поколения, до предка Якима Никифорова. Фамилия Тимарина появилась лишь в 1873 году. Чего только не удалось выяснить. Само село никогда не было барским, поэтому род крестьянский. Но встречались и торговцы, а потом и педагоги. Кропотливая работа шла в течение 5 лет. Помогали архивы, интернет и даже просто знакомые и дальние родственники, которые прислали фотографии. Так по крупицам было собрано целое древо. Вот есть, допустим, Григорий Тимарин. Он был церковным старостой. Вот нашла я, значит, запись, что он был, вот, видите, при церкви состоит старостой церковный монастырский крестьянин Григорий Тимарин. Это, получается, родной брат моего прапрадедушки. Он, значит, был, как говорится, мировой крестный. Он был крестный не менее чем у 15 детей. Вот прадед мой, Александр, вот про который Денисову я вам говорил. Фотографии сохранились с царских времен. Дед Юлии Григорий Тимарин прошел всю войну, сохранены фото с подписями и даже талоны на питание. А это платок, который перешел Юле от прабабушки. Старые удостоверения, партийные билеты. Здесь настолько чтят историю, что даже сам дом то и дело открывает новые тайны. Вот эти монеты мы находим на своих огородах. Вы что? Да. Это какой год? Вот там написано. 869. То есть вот подтверждение, что село-то оно намного старше. Здесь вот не читается. И здесь читается, и здесь вот читается. Здесь вообще 1750-й. Сама семья Тимариных сегодня не в сборе. Молчаливый муж, родословную которого супруга тоже расписала. 3 дочери и хозяйство. На аккуратном участке тоже хранятся отголоски прошлого. Вот этот диван делал мой прапрадед. И он так и сохранился у нас. Вот он стоит теперь у нас в беседке. Самодельный диван. Все с фотографиями, с уникальными. Даже за границей кого достала, кого где, все фотографии присылают. А это уже на финале фестиваля «Эхо веков истории». Это сестра Юли Марина. Теперь тоже изучает историю своего рода и села. На финал попали 6 семей. У каждого свои традиции, реликвии и даже семейные символы. Это архивные данные, где уже показывается, вот бабайки старосты пишут и свои эмблемы поставили. Вот из-за этой эмблемы мы сегодня таскаем, гордимся своим родом. Эмблема вместо подписи, так было раньше. Семья Каримовых из династии энергетиков. Их родословная насчитывает 13 поколений. А началось все случайно. Просто их помощь в деревне вдруг оказалась причиной для поиска. Мы не думали, что мы сюда попадемся. Мы даже в этом направлении вообще не работали. Мы работали от чего? Сначала все кладбища очищали, деревенские. Там могилы нашли старинные, вот, которые не могли читать. Потом через Москву начали это читать. Потом уже самостоятельно пошли уже искать архивные данные. Родословные 17 века, национальные угощения, семейные блюда, гимны. Так приветствовали участники Раисы Республики. В год семьи, любви и верности Рустам Минниханов лично приветствовал всех собравшихся и посмотрел выступления каждого. Самым старшим 95, самым младшим нет и года. История семьи, как эпизоды кинофильма, как все начиналось и как продолжается. В далеком 1736 году от его имени пошла наша фамилия. Прекрасные семьи, пример для всех нас. Старшие, за детей, вот даже 5 месяцев. Бишойлы была манда кильган. Большое спасибо вот этим семьям. Большое спасибо за эти традиции. И дальше мы будем опираться вот на наши семейные ценности. Спасибо всем. Бигзурапан.
Победителем фестиваля стала династия Гаязовых из Балтасинского района. Их род насчитывает уже 13 поколений. В большой семье 74 человека. Наши герои Тимарины на 3-м месте. Но то всего лишь цифры. Тимарины продолжают украшать дом к праздникам, собираться всей семьей и не забывать о прошлом. Хоть и главной семейной реликвией остаются не архивные записи и старинные вещи, а кое-что, что всегда вне времени. У нас никогда нет там приготовить, постирать, никогда не было сварить, да. Там, например, меня нет с детьми там понять, никогда не сказал, там, это твоя работа или моя работа. У нас нет такого понятия, чтобы у кого какая-то работа есть. Мы идем вместе, да, мы идем вместе всегда. И тогда вот что-то получится. Диляра Юсупова, Роман Безменов, Булат Абдульманов, 7 дней. Хоровод народных праздников начинается с окончанием весны. И первый в этом кружении песен, обрядов, направленных на урожайное лето и торжество жизни – русский каравон. Самобытная местная традиция села Никольское Лаишского района, когда-то утраченная, но восстановленная старожилами села и ставшая праздником для всей республики. Сегодня гости фестиваля увидели Никольское даже с той стороны, которую никогда не видели. Его можно было рассмотреть с 8-метровой ладьи. И, конечно, погрузиться во времена, когда все в мире говорило о тесной связи матушки природы с человеком. Татьяна Тимошенко только что вернулась с праздника. Местная традиция, ставшая одной из визитных карточек Татарстана. Каравон. Праздник, которому лет 300, но возрожден он был чуть более 30 лет назад. Теперь большой фестиваль русского фольклора. В этом году в село Никольское приехали более 200 коллективов. Мы с начала основания вот этого каравона 23 года мы ездим 33 сюда. С первого года. Это мы, вот наш хор Раздолье. Больше никто, по-моему. Ну, сейчас уже стало очень много. Каравон – явление уникальное. Только здесь русский хоровод, имеющий и строгий рисунок танца, и множество вариаций, водит своим особенным шагом – утиным. Брались именно за мизинчики 16 века. Идет вот эта традиция играть каравон. Именно бабушки брались мизинчики. За мизинчиком вставали близко локоть к локтю, чтобы детишки не бегали в круг из круга. И ходили утиным, или, как бабушки говорили, каравонным шагом. Правый назад, правая, а левый влево. Вот 4 шага. Правая, левая. И вот у нас круг движется по солнышку. Если сверху смотреть на каравон, и когда мы идем вперед, то круг сужается, а когда идем назад, он расширяется, если сверху смотреть, как биение сердца. Ход по кругу солнца всем миром, взявшись за руки, здесь много смыслов и обрядовости. Это и единение общности, и короткий перерыв после посевной, и тут же празднование Николы Вешнего. Храму Николая Чудотворца в селе почти 200 лет, но после десятилетий забвения он был тоже восстановлен. Но все же сегодня каравон, благодаря памяти народной, это большой фестиваль «Живая память». Как ни с чем не сравнимый перебор гусли, почти забытых звуков. Мы переломили эту тенденцию, и все больше людей увлекаются и начинают играть на них. Это несложный инструмент, достаточно универсальный, и в изготовлении просто, и продается сейчас много где. Поэтому, слава богу, возрождается традиция. Кто главнее на празднике? Гармонист или балалайщик? Всегда гармонист. А я считаю, у нас нет главных. Москвы. Я с Ижевска. У вас сборная, да? Да. Мы вообще первый раз друг друга видим. На каравоне лучше всего попробовать себя в этой самой истории. Сделать фигурку из глины или попробовать преодолеть скорость звука ударом пастушьего кнута. Это вообще пастуший кнут. Ага, Вот. Но владеть пастушьим кнутом – это целое искусство. Как долго надо тренироваться? Честно? 5 минут. Хотите попробовать? Хочу. Без проблем. Подальше, пожалуйста. Уводите его вперед и под себя.
Под слова народной «кует кузнец приговаривает», гости походной кузницы выковывают себе обереги на счастье. Кузнец ведь тоже профессия с тайным смыслом. Мы больше приговариваем об истории, да, потому что сюда мы приехали о ней поговорить. И не просто поговорить, а показать, какая она есть. Потому что, к сожалению, очень много теоретических историков. История, она сослагания-то не терпит. Она требует внимания и практики. Каравон в республике открывает хоровод народных праздников. Он первый, и под это многоголосие песен каждый сможет услышать и почувствовать свое, семейное. Даже если на голове сорока, головной убор замужней женщины, а на повойнике полульвы, полукони. Но вот этот платок – это платок моей бабушки. Реликвия, можно сказать. Сколько ему лет? Моя бабушка была, сейчас скажу, 11-го года рождения. Вот. Бабушки уже сейчас давно нет. Она даже прожила долгую жизнь. В 97 лет только покинула нас. Вот платок остался мне на память. Традиционные подвижные забавы, названия которых звучат как экзотика. Лапта, свайка, клюшкование и настольные. Их около 20 на логику, память и ловкость. Каравон собрал более 2000 гостей. Мой костюм немножко выделяется, но мы таким образом хотели показать, что этот праздник всем дорог, всем близок, и все народы Татарстана, в том числе и башкиры, пришли на этот праздник, вместе празднуем с русскими, с нашими братьями этот праздник, и очень рады, что есть возможность показать себя. В большом хороводе рассказ о селе, о жителях, которые смогли собрать и сохранить по частичкам старые песни, обряды, верования в словах и в движениях. То, что сейчас является уникальным и узнаваемым явлением уже для всей республики. Это традиция, это дух, это наша страна. Этот праздник – это пример, как все национальности нашей республики должны бережно относиться к своим традициям, своей культуре, фольклору, ремеслам. В Казани мы планируем создать центр ремесел. И, конечно же, в первую очередь, это места должны быть доступны тем национальным нашим ремесленникам, которые проживают в нашей республике. И, конечно же, будем приглашать и из других регионов, и из других стран. Главный хоровод на главной площади у храма Николая Чудотворца, старинный, мерно раскручивающий движение по солнцу, неожиданно нашел отражение в небе. Солнце проявилось в облаках, образовавших почти идеальный круг. Татьяна Тимошенко, Булат Абдульманов, 7 дней. На этом у нас все. Кстати, сегодня профессиональный праздник химиков. И мы, конечно, желаем вам безупречных реакций и хорошего результата. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю. До свидания. Увидимся летом. Алла Берса. Здравствуйте, Исянмысыз. На предстоящей неделе в Татарстане установится теплая летняя погода. Ночные температуры тоже повысятся. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана солнечно будет всю неделю. Дождей не обещают. Температура составит от плюс 14 в понедельник до 26 в воскресенье. Ночью от 3 градусов до 13 градусов тепла. На юго-востоке тоже много солнца. Дождей не обещают. Прохладно только в первый день недели. 13 градусов днем и 2 градуса ночью. Затем температура будет подниматься от 20 до 25 днем и от 11 до 13 ночью. В центре республики все 7 дней будет ясно, иногда с небольшой облачностью, осадков не прогнозируют. Начнется неделя с 15 градусов выше 0, закончится 26 градусами тепла. Ночью сначала 3,6, затем 11-13. На юго-западе Татарстана в понедельник будет 17 градусов выше 0, затем 23-26. Ночью сначала 4,6, затем 10-14. Здесь тоже солнечно и без осадков. На северо-западе республики и в столице Татарстана тоже ожидается теплая погода. Нас ожидает переменная облачность, но без осадков. Температура сначала 16, затем плюс 23-26. Ночью от 6 до 14 градусов.
Это все о погоде на ближайшие 7 дней. Всем хорошего настроения. Всего доброго.